В эфире программа «Актуальное интервью». С вами Дарья Короленкова. Здравствуйте. Очередная смена сезона у нас в республике означает завершение пожароопасного сезона. Надо отметить, что в этом году площадь лесных пожаров стала меньше в 20 раз по сравнению с прошлым годом. Какие меры позволили достигнуть значительного повышения оперативности тушения пожаров и в целом об итогах пожароопасного сезона мы поговорим. Наш гость в студии Андрей Коноплев, заместитель министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха-Якутия. Андрей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, да. Расскажите для начала, как бы вы охарактеризовали итоги пожароопасного сезона в этом году в Якутии и чем она отличается от предыдущего года? Я бы отметил, что сезон действительно был выдающимся. Давно таких пожароопасных сезонов не было в части подготовки субъекта к вызовам, связанным с лесными пожарами. Ну и, конечно же, погода также была более снисходительна к лесопожарным формированиям, к населенным пунктам. Но, как говорится, никуда не деться. К сожалению, леса горели и продолжают гореть. Я думаю, что и в ближайшие, наверное, несколько десятков лет эта тенденция будет сохраняться. Такова природа. Но хочу отметить, что в этом сезоне первые, скажем так, горимые районы отмечались как никогда и не планировалось. Это арктическая зона. Верхоянский район начал с конца мая по июнь выдавать большие количества возникших лесных пожаров. В первую очередь они были связаны с переходом огня земель сельхозназначения. То есть это так называемый, проводимый, неконтролируемый, запрещенные в Российской Федерации сельхозпалы. Какие основные факторы способствовали значительному снижению площади пожаров в нынешнем году? В нынешнем году, если брать начало сезона и именно весеннюю часть, как раз район, который я озвучил, там первая причина пожаров была человеческий фактор. Хочу выделить, что у нас было два так называемых пика горимости. Это был конец мая, и там отличились районы арктической группы, и июль. Там уже вся республика, связанная в первую очередь с пожарами, возникших от грозовых разрядов. В этом году такой активности, как была в 2024 году, в 2023 году, не наблюдалось ввиду того, что само лето было, температурный режим был ниже, соответственно, не было вот этих резких перепадов температур, которые вызывают вот эти процессы грозовые, соответственно. А какие меры позволили достигнуть повышения оперативности тушения пожаров в первые сутки, например? Да, я хочу развернуть ваш вопрос. Да, то есть в этом году достигнута оперативность тушения пожаров в первые сутки свыше 63%. Для республики это, можно сказать, рекордная цифра. Ранее мы могли достигать около 30%, то есть 29-27%. В первую очередь я связываю это с увеличением численности лесопожарных формирований. Благодаря проведенной работе главы республики, правительства, на уровне федерального центра были приняты серьезные радикальные решения. Добавлено финансирование на 2,7 миллиарда рублей. Мы получили больше именно для подготовки к сезону и прохождению сезонов. И в первую очередь эти средства были направлены на создание новых авиаотделений и усиление существующих. То есть порядка 180 человек дополнительно мы в этом году взяли на работу, соответственно, и большую часть ранее неприкрытых территорий были прикрыты уже. Плюс мы постоянно ведем работу по совершенствованию системы охраны лесов авиационной и переходим к такой тенденции, что мы уходим от десантников, то есть переобучаем их в парашютисты, что несомненно повышает оперативность. То есть если десантник нужно вначале самолетом обнаружить, потом на это место вылетает вертолет уже с группой десантников. Когда парашютисты на борту, то этот самолет одновременно и мониторит ситуацию, и обслуживает пожар, соответственно. А что насчет технических ресурсов? Про новые авиаотделения можно рассказать? В этом году в рамках этого дополнительного финансирования мы открыли два авиаотделения. Это в Ленском районе поселок Витим и в Алекминском районе поселок Санихтах. Это удаленные, скажем так, территории с хорошим
лесосырьевым задаткам. То есть там хороший лес, который, думаю, что нужно сохранить и для будущих поколений, и как лесосырьевую базу. То есть первоочередно в этих авиаотделениях мы создали 2 авиаотделения по 60 человек, соответственно. Ну, из-за этого они разгрузили Алепинский и Ленский район, и нам удалось тушить пожары, где раньше мы не дотягивались, и, соответственно, благодаря этому и оперативность, и общая площадь стала меньше. В 2026 году мы планируем еще 2 авиаотделения открыть, но уже уходим в арктическую зону. Мы в последнее время видим тенденции к тому, что Арктика начинает прогреваться в летний период гораздо сильнее, чем это отмечалось раньше. Конечно, безусловно, изменения климата в арктической зоне на сегодняшний день прослеживаются достаточно серьезно, особенно вот в области охраны лесов. Планируем 2 дополнительных авиаотделения. Это у нас Среднеколымск, там открыть, и открыть в Жиганске. Соответственно, мы дополнительно еще порядка 6 миллионов гектар берем в обслуживание территорий. Отмечу, что у нас при всей площади лесного фонда 254 миллиона, на сегодняшний день мы обслуживаем 78 миллионов. Все остальное так называемая зона контроля, докуда невозможно теми средствами авиационными, которыми мы располагаем, достать. То есть не хватает летного времени, чтобы пожары обслуживать. В тех зонах пожары, к сожалению, приостанавливаются. Мы их наблюдаем, только как они развиваются. И в случае угрозы населенным пунктам либо объектам экономики эти пожары начинают тушиться. Но очень сложная логистика, очень затратная. Многомиллионные затраты идут на работу авиации, а ущерб от этих пожаров не всегда сопоставим с теми затратами. Соответственно, благодаря тому, что авиаотделения будут открыты, то эта зона уже будет прикрыта изначально. Туда немало населенных пунктов входит. Это труднодоступные, удаленные, обычно вдоль рек населенные пункты, деревни, до которых раньше авиалесоохрана не доставала. Теперь они уже будут под прикрытием. Ну, Андрей Николаевич, расскажите, как обстоит ситуация с привлечением кадров и вот подготовкой во время пожароопасного сезона? Я также хотел бы отметить, что это, наверное, первый сезон, когда мы не привлекали людей из соседних субъектов. Как вы помните, у нас все сезоны, они такой, можно сказать, катастрофический обычный эффект производят и по телевизору, да, все мы видим задымление, дым везде, клубы, что за этим дымом наблюдается всего мира. Как вы помните, да, в 2021 год вообще катастрофические пожары были. Соответственно, внимание к республике приковано практически всего мирового сообщества, экологического и политического в том числе. В этом году мы, благодаря этим действиям, удалось не привлекать дополнительные силы из соседних субъектов. Все лесные пожары были потушены теми силами, которыми располагает республика. Это один момент. Второй момент. Мы не занимались привлечением добровольцев, волонтеров. То есть мы ушли от этого благодаря тому, что мы усилили профессиональную группировку. В планах на следующий год продолжить усиление профессионалов. То есть обучение, как я говорил, будем налегать на то, чтобы переобучить десантников на парашютистов, плюс новые 2 авиаотделения, это, несомненно, там порядка 120 человек дополнительных сил будут. Ну и то финансирование увеличено позволяет нам свободно маневрировать, то есть мы не работаем в долг, как это раньше последние годы было. То есть у нас контрактами уже предусмотрена работа авиации для переброски сил и средств, соответственно, на мониторинг и тушение лесных пожаров. А что насчет профилактических мер? Например, противопожарные разрывы, да, какой эффект они дали? Безусловно, может, в этом сезоне они не дадут эффект. То есть те противопожарные мероприятия, которые производятся, они делаются в перспективе. В первую очередь эти мероприятия делаются рядом с населенными пунктами. В этом году больше горимость была в авиационной зоне. То есть это удаленные все-таки территории, не приближенные. В так называемой наземной зоне немного пожаров было. У нас 44 лесных пожара было в пешей досягаемости, которые были рядом с населенными пунктами. Вот там как раз вот эти противопожарные барьеры, разрывы являются неотъемлемой частью борьбы с лесными пожарами. То есть это те опорные полосы, от которых ведется защита населенных пунктов.
Это плановые работы. Но я скажу, что практически каждый лесной пожар, куда доходит техника, в обязательном порядке там прокладываются минерализованные полосы, делаются разрывы. Особенно, если этот лесной пожар приближен к населенному пункту. Таких пожаров в этом году тоже было немало приближенных, но благодаря совместными усилиями не только лесопожарных формирований, но и нашей противопожарной службой не допущен переход огня на земли населенных пунктов. Это, я думаю, что такой из основных показателей, то есть достойный результат, что не пострадал, во-первых, ни один объект экономики за этот сезон, и, соответственно, не пострадали ни одного строения, ущерб гражданам не был. А что насчет вот виновников пожаров, да? Вот удалось ли установить, и вот как проводится вообще работа, да, по предупреждению нарушений? Ну, во-первых, по профилактике, да, то есть практически весь пожароопасный сезон ведется профилактическая работа, инспектора, как лесничество, государственные лесные инспекторы, инспекторы экологического надзора, инспекторы органов дознания МЧС, инспекторы ГПС и плюс добровольные дружины муниципальных образований. То есть это вот та группировка, которая осуществляет профилактические работы, выезжают вокруг населенных пунктов, на слегах, в местах массового пребывания граждан, проводят профилактические мероприятия, ну и в случае выявления нарушений привлекают их к ответственности. Что касается виновников лесных пожаров, в этом году всего 74 виновника природных пожаров было установлено, из них 15 виновников лесных пожаров. Если сравнивать с прошлым годом, то в прошлом году было 28 установлено, то есть тенденция показывает, что работа в этом направлении усилена, но в то же время это говорит о том, что граждане все-таки пренебрегают правилами пожарной безопасности и все равно недостаточно себя контролируют при выходе на природу. Спасибо, Андрей Николаевич, что сегодня к нам пришли, рассказали актуальную информацию. Действительно, это успех в этом году. Спасибо. Это была программа «Актуальное интервью». До встречи.